Девочки, всем привет! Это Диктойл Массера. Вы не поверите, у нас сегодня внеплановая распаковка. Сегодня попросила маму поехать в магазин, чтобы купить семена горчицы. Не нашли ни семена горчицы, ни порошок горчицы. Я не поехала, чтобы не набирать ничего лишнего. Ее повез двоюродный брат, во всем помог. Не переживайте, она одна не ходила. А в итоге она набрала еще больше, чем собиралась. Короче, в этом плане нас обеих нельзя пускать ни в магазин, ни на базар. В общем, кое-что подорожало, девочки, кое-что осталось по прежним ценам. А то говорят, что с 1 октября все подорожает. Вроде бы обошлось. Цены довольно адекватные. Многое даже дешевле, чем мы брали на северном базарчике. Из-за солений устроили ажиотаж. И на рынке вот этот уксус и столовый уксус и эссенцию мы брали по 100 рублей, по 80 рублей, 55 рублей, 65 рублей цена в магазине. Может, еще старая цена, я не знаю. Что вспомню по ценам, сразу вам скажу, а если интересно, потом посмотрю по чеку. Взяли 2 лотка яиц, имбирь взяли 550 рублей килограмм. Это я просила маму взять, пока нету ажиотажа, гриппа, карантина и так далее. Сгущенка вкусная, 2 баночки сметаны. Финики мама у нас любит. Ей сладкое нельзя, у нее от сладости, от выпечки аллергия бывает. Взяли еще ведерко сыра, это вкусно бывает с арбузом кушать. Вот эти все сладости она взяла для меня. Штрудель с вишней и сочники с творогом. Вкуснятина. Это безешки, шоколадное масло. Всего 50 рублей. Ну, наверное, там не масло, а маргарин. Ну, что делать. Крекер. Это у нас мама любит. Майонез Махеев. 3 штуки. Ну, тут всякие перчики. Перец черный, душистый. Это я сегодня-завтра буду делать соленья снова. Ну, или салаты, или солить огурцы буду, посмотрим. Вот уксус яблочный на всякий случай взяли. Здесь тушенка, будем делать кашку. Крышки у нас были 2 упаковки, но все равно взяли на всякий случай. На все случаи, в общем. Карантин, не дай бог война или еще что-то, у нас есть запасы. Сода 5 пачек по 35 рублей. Хлеб у нас в магазинчике стоил 25 рублей, а там 24 рубля. Вот эти очень вкусные лавашики и батончик. Это я люблю делать, гренки. Вот тут мелочевка, это средство от комаров, батарейки. Еще 4 батарейки она уже поставила в тонометр. Тут еще хрустяшки. Это у нас мама любит салат с хрустяшками. И что я еще добавляю? Вареные яйца, майонез, огурчики соленые и можно кукурузу, но в основном фасоль добавляем. А можно просто фасоль, сухарики и майонез тоже добавить вкусно. Так, тут у нас лежат чеки, сейчас скажу вам, на 6365 рублей и на 665 рублей. Ну, в общем, немножко затарились на 7000. Вот взяли еще помидоры, пожалели, что на северном не взяли. Там они в субботу были, ящик 1000 рублей. Ну, я, честно говоря, уже из 2 ящиков наготовила, мне чуть-чуть надо было взять. Сегодня ящик стоил 1500 рублей. Маме вот 10 килограммов отборные помидоры дали по 50 рублей. Это уже не в самом магазине, а как бы через дорогу напротив магазина получается. Набрали пакетов, как всегда. Пакет стоит всего 2 рубля. Хорошие пакеты. Они мне больше нравятся, чем черные. Еще взяли муку. Мука Тихорецкая, 690 рублей. Я не знаю, подорожала она или нет. Говорили, что мука подорожала. Я хотела 10-килограммовую, мама взяла сразу 25 килограммов. И вот еще взяли упаковку соли по 20 рублей. Но это нам надолго хватит. На базаре брали по 25 2 пачки. Эта упаковка на несколько лет, наверное, хватит. И мой любимый порошочек Чайка. В прошлый раз ездили, его не было там. Сегодня была маленькая упаковка.
Картошка и лук ждут солнечной погоды. Когда выглянет солнышко, будем сушить на улице. А потом все положим в кладовку, в ящики. Пока что обещают дожди. Вот, девочки, вроде все рассказала, все показала. Что по ценам интересно, спрашивайте в комментариях, скажу вам по чеку. Этот магазин называется Чаранхи. Я его называла по ошибке Чаранхи. Чара — это рыба у нас по-чеченски. А Чаран, оказывается, какой-то камень, что ли, не знаю. В общем, вода и камень, как-то называется магазин. Вот эти яблочки интересные очень. Вчера принесла наша соседка Самира. Очень хорошая женщина. И орешки с села привезла. Соседи у нас очень хорошие. Ну и почти все родственники живут на одной улице. И соседи как родственники. Алхамдулилlah. Если бы еще все родственники из села жили на нашей улице, я была бы вообще самым счастливым человеком, наверное. В село ездить каждый день не получается. Очень редко бываем. Ну и не дай бог по каким-то... В село ездим обычно по каким-то нехорошим поводам. Да, вот Эмадайтыл, не хочу плохое вспоминать. А по хорошим поводам ездим редко, потому что то мама болеет, плохо себя чувствует, то еще какие-то проблемы. А хотелось бы чаще видеться с родственниками. Все, девчонки, все показала, все рассказала. Сейчас попью чай и буду заниматься соленьями. Что-то из огурцов сделаю, может, что-то из баклажанов сделаю. Посмотрю. Все в один день делать не буду, все по чуть-чуть. Не буду делать нагрузку ни себе, ни маме. Все, всем пока, хорошего дня.